Мулаян Халиков родился 4 февраля 1894 года в ауле Актау современного Буздякского района Республики Башкортостан, о чем имеется соответствующая запись в метрической книге Магометанского духовного собрания. Имя ребенка Муладжан, отец Новобашкир Давлетшах Ахмадшах Аглы. Территория современного Буздякского района издревле являлась вотчиной башкир рода Канлы, который делился на несколько аймаков. Согласно топографии оренбургской русского историка XVIII века Петра Рычкова, они носили названия Идель-Канлы, Кыр-Канлы, Юрактау-Канлы и Актау-Канлы. Последнее наименование отразилось в топониме Актау, названии родного села Мулаяна Халикова. Для своего времени он получил неплохое образование. В его краткой автобиографии читаем: до 1909 года сначала учился в своей деревне, а потом окончил Ружди Мектеп в селе Килимово. А потом 1 год учился в Уфе, в медресе Усмановых во 2 классе Игдади Сыныфа, а затем закончил в городе Троицке 5-годичное среднее учебное заведение Вазифа по подготовке учителей для мусульманских школ. С началом революции Халиков примыкает к башкирскому национальному движению. Триумфальное шествие советской власти по территории бывшей Российской империи остановило восстание Чехословацкого корпуса, вспыхнувшее 25 мая 1918 года. Это восстание сыграло выдающуюся роль в консолидации антибольшевистских сил. Валидов и его соратники немедленно отправляются в Челябинск, в штаб Чехословацкого корпуса. Чехи оказывают башкирам полную поддержку. Таким образом, пишет в своих мемуарах Валидов, национальное правительство было создано. Сагид Мрясов временно стал его председателем. Абдулла Дигамов, Абдулхак Габитов, Саидгарей Магазов, Мулаян Халиков и я стали членами правительства. Халиков становится главным переговорщиком башкирского правительства. Он отправляется в Самару для установления отношений с Комучем, демократическим правительством Белой России. Ведет переговоры о снабжении оружием вновь образованной башкирской армии. Добивается признания башкирской автономии со стороны белых. Однако сотрудничество башкир с белыми подходило к концу. В ноябре 1918 года адмирал Колчак провозгласил себя верховным правителем России. Все областные правительства, в том числе башкирское, объявлялись низложенными. В этой ситуации было решено установить контакты с советами. Эта сложная задача была возложена на Халикова как главного переговорщика. 4 февраля 1919 года ЦК партии большевиков получил телеграмму председателя Уфимского губревкома Бориса Немвицкого. 30 января явился в Ревком представитель башкирского правительства Халиков с предложениями признать башкирскую автономию. Ждем указаний. Ответ пришел буквально на следующий день. Предлагаем не отталкивать Халикова, согласиться на амнистию при условии создания единого фронта с башкирскими полками против Колчака. Со стороны советской власти гарантия национальной свободы башкир полная. Ленин, Сталин. В Москву для ведения переговоров с высшими руководителями большевиков и подписания договора отправляется тот же Халиков в сопровождении 2 товарищей – Мстислава Кулаева и Абдрашита Бигбабова. Однако главная роль принадлежала первому. 20 марта 1919 года на заседании СНК РСФСР, проходившем под председательством Ленина, между советским правительством и членами башкирской делегации было подписано соглашение о советской автономии Башкирии, которое наряду с председателем СНК РСФСР Ульяновым, председателем ВЦИК Владимирским, наркомом по делам национальностей Сталиным подписал член Башкирского областного совета Муладжан Халиков. Весь 1919 год Халиков находился в Самаре в качестве представителя башкирского правительства при Реввоенсовете Восточного фронта, главной арене борьбы между белыми и красными. То есть фактически он был послом Башкирии при правительстве Советской России. После удаления Валидова из Башкирии начался стремительный взлет звезды Халикова. Причина заключалась в том, что после Валидова ему не было равных среди поборников автономии.
Второй съезд Советов Башкирской Республики, проходивший в июле 1921 года, избирает Халикова председателем Совета народных комиссаров БАССР. В качестве такового он ведет бескомпромиссную борьбу за реализацию автономии, башкирского языка в качестве государственного, протестует против вмешательства ЧК в дела республики. Но было в его деятельности одно свершение, которое перевешивает все остальные. Образование Большой Башкирии путем слияния Малой Башкирии с Уфимской губернией задумывалось еще Ахмедзаки Валидовым. После его удаления из Башкирии этот вопрос активно продвигал именно Халиков. 14 июня 1922 года увидел свет декрет центральной власти о расширении границ АБССР, оформивший Башкирскую республику в ее сегодняшних очертаниях. В 1925 году Мулаян Халиков отзывается в Москву. Большевикам, приступившим к свертыванию федерализма и окончательному ограничению прав российских автономий, мешала его независимая фигура. Ахмедзаки Валиди, будучи в эмиграции, много лет спустя писал: «Этот человек стал одной из главных фигур в борьбе Башкортостана за автономию. Когда в 1923 году мы бежали за границу, он остался на родине и вынес много страданий от Советов, пока, наконец, не был казнен в 1937 году».